Представляя в Джоуркенеше проект закона, глава Минкультуры Азамат Джуманкулов заявил, что решение о пролонгации сроков обусловлено большой востребованностью гражданами Кыргызстана в высококачественном и разнообразном контенте телевизионных программ, предоставляемом российскими телеканалами. В режиме первого чтения 54 депутата поддержали инициативу правительства, 53 были против. Ожидается, что на этой неделе члены Джоуркенеша рассмотрят эти поправки во втором и третьем чтениях. Депутат Дастан Бекишев заявил, что будет голосовать против. Он пояснил, почему. По его словам, на мультиплекс для российских ОРТ и РТР вещание бесплатное. За них, получается, платит отечественная общественная телерадиовещательная корпорация. Отечественные и зарубежные коммерческие каналы вынуждены выкладывать ежемесячно по 180 тысяч сомов. Отечественные компании обратились за скидкой, им ее не дают, а частному российскому Первому каналу и зомбоящику РТР «Планета» даем канал бесплатно на мультиплекс. При этом турецкий ТРТ «Аваз» и китайские телеканалы платят как положено. Закон о трансляции ОРТ и РТР утратил силу, и они не должны были ретранслироваться. Почему закон не работает, а мы до сих пор платим? Надо возбудить дело. Однако глава Минкультуры парировал. При переходе на мультиплекс ОТРК получил разрешение транслировать еще 2 зарубежных телеканала. Выбор пал на Первый и РТР «Планета». Продление срока вещания российских каналов позволит отечественным каналам за 4 года усилить материально-техническую базу и кадровый потенциал с тем, чтобы начать конкурировать с контентом, производимым российскими телеканалами. В дальнейшем при производстве собственного контента, удовлетворяющего потребности всех категорий телезрителей, в 2023 будет обосновано рассмотрение вопроса о полном отказе от вещания российских телеканалов на территории Кыргызстана. Однако, по словам генерального директора телеканала НТС Мирджана Балабаева, новый законопроект может легализовать финансирование российских каналов за счет госбюджета, так как закон могут принять в таком виде, а разрешающий рекламу документ могут принять другим нормативно-правовым актом. Очевидно, что в этом случае крупные рекламодатели будут покупать эфирное время в первую очередь на российских телеканалах. Вполне вероятно, 59 отечественных телеканалов останутся без заработка. В 2019 году сумма, потраченная на рекламу, размещенную на местных телеканалах, составила $5 миллионов. Медиаэксперты не исключают, что в 2020-м из-за различных ограничений, связанных с распространением коронавируса, она может упасть до $3 миллионов. И те несчастные крохи, которые остались на рынке, остаются еще, да, за которые мы сейчас деремся, да, условно говоря. И большая часть, значительная часть этих средств может перетечь именно на этот канал. И получается, что в итоге негосударственные телеканалы будут обречены на медленное вымирание. То есть это может быть даже не медленно, это может случиться достаточно быстро. Нас это возмущает. И нас это действительно возмущает, что у правительства нет понимания того, вот этой ситуации. То есть по законодательству в случае, если депутаты примут данные документы и продлят вещание российских телеканалов, то из бюджета республики за доставку сигнала за 3 года необходимо будет выделить более 14 миллионов сомов. По мнению некоторых медиаэкспертов, если перевести эти средства в бюджет гостелеканалов, то, возможно, этих денег и не хватит для масштабного развития контента, но однозначно это будет ощутимая поддержка для местного ТВ. Вопрос контента – это один из самых сложных вопросов у нас на кыргызском телевидении. После того, как мы перешли на цифровое телевещание, 50% телеэфира – это должен быть собственный контент, и телеканал должен работать 24 часа в сутки. Но пока нашим ТВ сделать это сложно. И представители СМИ говорят, что можно было эти средства направить в эту отрасль, то есть на развитие контента. Но этих 14 миллионов не хватит, чтобы развить, например, контент 2 гостелеканалов. Кроме этого, надо правдиво отметить, что каждый кыргызстанец, смотрящий российские телеканалы, волей-неволей, но подвергается воздействию пропаганды Российской Федерации. Кто-то сразу воспринимает полученную информацию за правду от последней инстанции, а кто-то начинает взвешивать и анализировать. Но, к сожалению, наличие пропаганды в российском ТВ неизбежно приводит большую часть общественного мнения кыргызстанцев к зависимости от того, что вещают на этих телеканалах. Как отмечают специалисты, общественное мнение кыргызстанцев уже
уже на 60% зависит от того, что говорят российские дикторы и журналисты в своих сюжетах. Как бы от этого ни было грустно, но порою кыргызстанцы благодаря российскому ТВ гораздо лучше разбираются в проблемах России, нежели в том, что происходит у нас в стране. Мало того, что там в наших некоторых областях, да, на окраинах там вещают другие государственные каналы, каналы других государств уже лет 20-25, и вырастает целое поколение, которое думает, что наш президент, там, президент соседнего государства, скажем так, да, и такие случаи были. И теперь, когда люди в зрелом возрасте говорят вот так: ребята, нам не интересны каналы, мы будем смотреть российские, там, другие иностранные, турецкие, там, не знаю какие, CCTV, да, там. Вот это должно нас встревожить. Вот об этом надо думать. Тут вопрос не только и не столько денег и выживания, тут вопрос выживания нации целой. Члены медиасообщества рекомендуют депутатам провести комплексный анализ инициируемого Министерством культуры, информации и туризма документа, указывая на нецелесообразность его рассмотрения и уж тем более принятия в предложенной редакции. В своем обращении они подчеркнули, любые изменения в закон о телевидении и радиовещании необходимо принимать только с учетом интересов всех представителей медиаиндустрии. Айдаматбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.